Юнусбек Евкуров пообщался с молодежью республики. Встреча прошла в неформальной обстановке в молодежном культурно-досуговом центре в Назране. Ребята смогли задать главе региона интересующие их вопросы. В частности, спрашивали о развитии спорта, были вопросы, связанные со сферой образования. Какие темы еще интересовали молодежь, расскажет Мадина Пугоева. Почти 2 часа общения с молодежью и десятки вопросов. Глава Ингушетии ведет диалог с молодыми ребятами в неформальной обстановке. Одна из самых актуальных тем обсуждения с руководством региона – развитие спорта в республике, а в частности футбола как на профессиональном, так и на любительском уровне. Отвечая на вопрос, Юнусбек Евкуров поделился планами на будущее, какие спортивные объекты планируется построить и насколько эффективно можно использовать уже введенную эксплуатацию. Молодые люди заявили о своем желании принять активное участие в волонтерстве, для чего, по их мнению, стоило бы выдать добровольцам специальные удостоверения. Мы запишем этот вопрос, изучу. Удостоверение дать не проблема. И удостоверение дадим, все дадим. Но здесь, мне кажется, и совместно должны работать и молодежные общественные организации муниципальных образований, тогда вместе с вами. Поэтому давайте мы, то, что я сейчас говорю, уже кто-то уже как поручение записывать, и мы дадим установку, и даже проведем с вами, со всеми, кто этим занимается, какое-то совещание, вице-премьер или кто там занимается этим вопросом, обсудить эти проблемы, какие есть, вопросы. И если это удостоверение поможет, дадим удостоверение, конечно. Тем более это на общественных началах. Поговорили на встрече и о сфере образования. Когда свои двери для учащихся откроют новые корпуса Северокавказского топливно-энергетического колледжа и насколько целесообразно ужесточение правил проведения ЕГЭ. Глава региона в ответ на этот вопрос поделился личным мнением. Учащиеся школ, уверен он, должны тщательнее готовиться к итоговой аттестации. Я вижу, что у нас как минимум 90% поступать едут те, которые заслуживают это, которые уже хорошие головастики, учатся хорошо, учились хорошо, старались. И здесь тоже справедливость. Почему эта девочка, которая отлично училась, должна из-за того, что ты договорился с кем-то, или твои родители, например, договорились с кем-то, заплатили деньги, она отлично училась, должна получить баллы меньше, а ты должен получить от того, что твои родители договорились, который вообще не учился, и все это знают. И мы это тоже наблюдали. И там в школах учат, и сами знаете, должен получить выше баллы. Второе, мы даем с 9 класса до 11 класса выбор профессии. Если ты выбираешься в гуманитарную профессию, то ты в эти годы делаешь упор на те предметы, которые ты будешь знать по единому госэкзамену. То есть, опять же, мы популяризацию этих профессий делаем. Поэтому я здесь категорически не согласен, что надо ослаблять, а наоборот, даже какие-то направления совершенно. Должны все учиться. Глава республики также посоветовал молодым людям выбирать интересные и в то же время востребованные профессии. Не сидеть сложа руки, а найти себя, поставить цель и уверенно идти к ее достижению. Как, к примеру, участие в молодежных форумах. Насколько это эффективно, он рассказал в ответ на следующий вопрос. И заодно предложил комитету по делам молодежи изменить формат проведения подобных форумов. В любом случае, самообразование у вас будет, конечно, эффективно. Единственное, что я хотел бы посоветовать, не влоги это делать, а каким образом постараться, так же, как и мужики, сделать эту площадку, палатки, жизнь, как-то по-другому это там сформатировать, посмотреть музыку по следующему году, тогда, конечно, это эффективно, это хорошо, потому что это тоже мы встретились, все вопросы не зададут, кто-то скажет, о чем мы там пришли, кто-то и так далее. И все это эффективно, мы посредством через вас общаемся с молодежью и мужчинами. Обсудили и достижения региона в различных сферах жизнедеятельности, а также задачи, которые предстоит решить не только властям, но и молодежи. Говоря о заработной плате сотрудников строительных компаний, Юнусбек Евкуров отметил, что вопросом регулирования зарплаты он занимается лично. Да, у нас работает, в том числе, кстати, мы где-то неделю назад по этому поводу закрытое совещание проводили. И дал Эндели, мы по этому вопросу, сейчас уже комиссия работает, по крайней мере, я утвердил состав этой комиссии, именно по заработным платам. Но я всегда регулирую зарплату по стройкам, и всегда беру соседние регионы. И за погонный метр, квадратный метр, там, штукатурка или кладка и все остальное я отслеживаю, там, 150 рублей, 300 рублей, там, сколько ставки есть в соседних регионах.
И всегда даю поручение, чтобы было не ниже. Вот на рубль, но было выше, чем в соседних регионах. Отвечая на следующий вопрос, Юнусбек Евкуров развеял слухи о том, что в республике планируют перенести памятную дату, приуроченную к годовщине депортации ингушского народа в 1944-м, которую традиционно отмечают 23 февраля вместе с Днем защитникам Отечества. Именно в преддверии этого дня то есть надо это понимать. И вот эти слухи, каждый пытается с учетом политических своих амбиций на этом торговать, эксперименты проводить, мутить людей. Ну, вы должны это понимать, что нет такого головы ни я, ни придешь, ни будущее, которые додумаются до того, чтобы отменить эти дни. Но уж точно, как это все организовать таким образом, чтобы мы жили в пространстве страны и не забывали и отмечать, это наша задача. Юнусбек Евкуров также отметил, что царящие в республике мир и стабильность – наше общее достижение, а потому главная задача на ближайшее будущее – идти по пути консолидации, продолжить развиваться, уважать культуру и традиции, ценить то, что достигнуто, и приумножать все это во благо родного края. Мадина Пугоева, Тимур Карахоев, Новости 24.